Шамлар, доброго вечера. Прайм на телеканале АТР, студия Осман Пашаев. Мои вторники в это время говорю со своими гостями. Сегодня у нас сценарист и кинокритик Елена Косенко, с которой мы до эфира долго обсуждали, как же нам прилично разговаривать на «вы», и все-таки решили, что на «ты», потому что мы давние друзья, поэтому не будем устраивать здесь комедию. Добрый вечер. Добрый вечер, Осман. Хотя комедию не будем устраивать, будем говорить о кино, об украинском кино, о крымских татарах в кино, о Крыме и Киеве в кино, немножко о телевидении тоже. Украинское кино. В прошлом году мы с тобой вам посетили очень много, подсходили на украинское кино, и казалось, что украинское кино, вот оно уже возродилось. Возродилось украинское кино? Ну, этот процесс начался довольно бодро, да, вот по сведениям украинского Держкино, у нас за прошедший год, 17-й, было снято в стране 47 фильмов, из них 17 полнометражных игровых, 12 больших документальных, а также анимация, короткий метр. Были дебютные фильмы, что тоже очень важно. Имеют возможность дебютировать со своими работами, там, вчерашние студенты, совсем молодые режиссеры. В конце года ты писала такую большую обзорную статью об украинском кино и делала интервью с различными авторами. Для себя что выделила? Для кого выделила? Из тех, кто... Кого ты посмотрела? Из тех, чьи премьеры, да, удалось посетить. Ну, безусловно, это «Киборги» Ахтема Сайтаблаева. Очень мне понравились «Припутни» Аркадия Накоталюка. Вот, собственно, наверное, два таких направления. Вот эти два фильма, они для меня были знаковыми в прошлом году. Пожалуй, так. Почему «Припутни», правильно? Там уже ударение «Припутни». Да. И ну, с «Киборгами» понятно, или о «Киборгах» тоже будем объяснять, почему знаковое? Ну, я думаю, это не нужно долго объяснять. Но это первое большое кино о войне, которая сейчас идет. Война никуда не делась, она продолжается. Вот, и это первая попытка такой художественной рефлексии на эту тему. Вот, это важно. А второй фильм это история об украинцах. История из тыла. Если там война, то это тыл. Это история о том, как украинцы относятся друг к другу, к семье и к тому, что является для них непохожим, незнакомым, не таким, как они. Вот насколько они могут принимать или не принимать вот это незнакомое, как они на него реагируют. И то, и другое – это кино про нас, в общем, ну просто в разных жизненных обстоятельствах, скажем так. Я тебе говорил до эфира, информационным поводом для меня говорить о «Киборгах», потому что в начале этой беседы была прям дискуссия, назовем ее так, есть другое слово для обозначения дискуссии в Фейсбуке между писателями Олегом Шинкаренковым и Андреем Кокатюхой, где один утверждал, что как можно было снять такое кино, вот в моем бы кино про киборгов вообще бы не стреляли. И вот, ну, я не знаю, что такое конструктивная критика, да, вот тебе как профессионалу виднее, и что такое уже то, что является лишним, и на то, что можно не обращать, на что можно не обращать внимания. Ну, аргумент в моем бы кино стреляли, не стреляли, говорили, пели, не молчали, это вообще не аргумент. В твоем кино сними свое кино и делай там так, как ты считаешь нужным. Это не критика как таковая, это такая вкусовая претензия. Ну, может быть, он хочет снять немое кино, черно-белое. Там действительно не будут стрелять, просто не будет слышно. Вот, так что, а профессиональная критика – это вообще отдельная профессия. Как бы ни считали, что бы ни думали на этот счет украинские кинопродюсеры. А удобно быть критиком в условиях, когда все друг друга знают и сам рынок небольшой? Конечно, неудобно. Это вообще очень неудобная профессия. Пока не было украинского кино, мы могли плясать на могилках европейского кино, американского, какого угодно. Кстати, чем вы занимались все 90-е и начало 2000-х в кинокритике? Ну, я не знаю, чем все занимались. Кто-то уходил в смежные профессии, да, там я ушла в сценаристику, например. Кто-то уходил в журналистику.
И ты тоже уходила в журналистику? Уходила, конечно. Я работала и в журналах, и в каких-то изданиях, и в новостях телевизионных. То есть опыт был довольно обширный такой. Вот. Но поскольку профессией было сложно заниматься в условиях отсутствия кинопроцесса в стране, отсутствия кинопроизводства и так далее, вот, приходилось осваивать какие-то смежные профессии. Это был очень полезный опыт, потому что теперь, предъявляя претензии, да, или анализируя какой-то фильм, ты уже смотришь на него не только с точки зрения критика, но и с точки зрения драматурга, и с точки зрения, если угодно, оператора. После того, как ты поездишь энное количество лет с оператором, да, на какие-то выездные съемки, репортажные, там, какие угодно, но все равно ты уже имеешь представление о специфике этой профессии. Я делала и документальные фильмы, да, вот с операторами замечательными. Ну, тебе же в чистом виде твоя университетская специальность не нужна была быть только кинокритиком, да? Ты нашла себя в сценаристике, и это было и успешно в этом. И как это можно совмещать? Быть сценаристом и быть критиком? Ты же, потому что кто-то потом должен критиковать твою работу, в том числе сценарную, правильно? Ну, это здорово, и на самом деле хорошо, когда есть кто-то, коллега, да, с кем можно посоветоваться, обсудить какие-то вещи, и это не выносится на уровень там, газетных публикаций, да, рецензий каких-то. Это вот такие вот цеховые совершенно вещи, нормальные, когда ты даешь почитать свою работу коллеги и выслушиваешь от него какие-то замечания, впечатления, пожелания, может быть, какую-то помощь получаешь даже, почему нет? Когда ты ушла из журналистики, ну не ушла из телевидения, я объясню, в чем дело. Ты стал заниматься телесериальным производством, да? Это тоже телек, да. но это не журналистика. И была успешна в этом, была успешна в этом, работая, скажем, в чьих-то командах, была успешна, я скажу, про 15-й год, да, когда самостоятельно, как автор сценария и идеи, да, была с авторским проектом. У меня были соавторы, да, это их идеи, с которыми мы сделали 60 серий. 60 серий, это с которой прошел с большими рейтингами. Но мне показалось, что ты вообще телевидение разлюбила как вид искусства. Я думала об этом. Мой брак с телевидением 20-летний, пожалуй, закончился. Сейчас я готова только к роману без обязательств. Вот. Что такое роман без обязательств с телевидением? Ну, это какие-то разовые проекты, которые не предполагают конвейерного существования, да, вот внутри канала какого-то. Потому что телевидение, знаешь, когда мне говорят, ух ты работаешь на телевидении, это же сплошное творчество с утра до ночи. Я объясняю людям, ребята, это конвейер с очень жесткими, а подчас жестокими условиями производства. А давай проиллюстрируем. Это одна из последних работ, которую мы упомянули, это «Спроси у осени». По-моему, у нас есть отрывок, если я не ошибаюсь, да? То есть мне подскажут, чтобы увидеть, чем занималась Елена в последнее время. Ага, вот так вот. Его будет показывать в процессе нашего разговора. Вот он, кстати, кадры. И большие рейтинги здесь, на одном из крупнейших каналов. И тем не менее, ты обещал мне рассказать, почему ты разлюбила и сериалы как таковые тоже, украинские сериалы. Вот сейчас в кадре был Ванечка Соловьев, чудесный актер, у него сегодня день рождения. Я Поздравь. Поздравляю его, да. Вот он. Кстати, российский актер, молодой и невероятно талантливый. И за это ты тоже не любишь украинское сериальное производство, да? Почему? Я люблю украинское сериальное производство. Часто без взаимности, но люблю. Это интересно, я хочу этим заниматься и буду этим заниматься, если сложится, да, вот как такая ситуация. Если будет хорошая идея, да, из которой можно будет сделать какую-то большую историю. Но это производство украинское сериальное, оно существовало за счет того, что был богатый рынок, для которого оно делалось здесь, в Украине. Это, ну не буду скрывать, российский рынок. Что произошло после войны или вот в этот период за 4 года? Что произошло после Майдана, да? После Майдана, да. Ну, порвались какие-то связи, в общем, и деловые, и финансовые, и производственные, и так далее. Потому что в Киеве и в Украине вообще снималось
Значительная часть российских проектов долгоиграющих, обычно заказчиками были там сразу два больших канала, украинский и российский. Вот, оговаривалась премьера, так сказать, где она состоится либо в Украине, либо в России. Вот, и большую часть денег вкладывала, конечно, Россия в сериальное производство. Но мы получали такие проекты. Вот, достаточно. Ну вот сейчас же появились сериалы, в которых герои уже говорят на украинском языке, да, и это, можно сказать, украинские сериалы, да, которые уже не рассчитаны на российский рынок. Или это все не то? Нет, это украинские сериалы, они рассчитаны на внутренний рынок, безусловно, хотя бы потому, что они украиноязычные. Вот. Возможно, их кто-то покупает, я просто не владею этой информацией, но это прежде всего внутренний рынок и потребности каналов заказчиков в том, чтобы закрывать, да, в сетке там, время эфирное каким-то продуктом. То есть основная задача — закрыть эфирное время? И, судя по качеству этих сериалов, часто да. Потому что эти сериалы малобюджетные, как правило, это медицинские процедуралы, всякие там докторы, не буду названий произносить. И сейчас, по-моему, еще модными становятся полицейские процедуралы. Утренний доктор, ночной доктор, доктор Степанчук, доктор Пилипчук и так далее. Ну, те, кто в курсе, поняли, какие сериалы я имею в виду. Я не называю сейчас. Кстати, вот наш друг и режиссер, и самый знаменитый крымский режиссер, один из знаменитейших в Украине, Ахтем Седоблак, по-моему, доктор сразу в 2 сериалах, если не ошибаюсь. Да, он везде доктор, в каждом рисунке солнце. Вот, пропустили как-то эту тему. А вот фраза для тебя «крымско-татарское кино». Вот могла бы расшифровать, что такое крымско-татарское кино? Значит так, давай договоримся сразу. Не существует кино женского, мужского, не существует гей-кино, не существует крымско-татарского кино. Нет такого кино. Есть кино и не кино. Ну, украинское кино существует же? Ну, кино, снятое в Украине. В Украине. Там, украинское поэтичное кино, это, например, это понятие, да, которое вошло там в учебники. Это термин, которым обозначается украинский кинематограф определенного периода, да, исторического, там, 60-х годов прошлого века и так далее. Он имеет свои особенности там, и так далее. Вот. Поэтому, да, так можно говорить. Но крымско-татарское кино, я бы тебя пытался, тебе бы сразу сейчас оппонировать. Это там, где важна крымско-татарская тема. Вот, где вот крымские татары как-то представлены, как-то они фигурируют. И я объясню, с чем связана вот потребность, возможно, этой неправильной формулировки. Уже в годы независимости, помнишь, был сериал Ежи Гофмана «Огнем и мечом». Да. Да, вот. И это такой ярчайший пример, когда уже были 90-е годы, и это, по-моему, копродукция, да, Украина, Польша, Польша, Украина, там, по-моему, даже Россия как-то, или русские актеры просто были. И опять крымские татары вот представлены как-то карикатурно, как-то вот, знаешь, все неправильно и все ложь. Вот такая интересная работа. И понятно, когда появляется кино, где крымские татары выглядят совершенно вот по-другому, адекватно, как минимум, да, или какая-то тема, которая важна для крымских татар не просто как национальной группы, а как целостности, которая ощущает себя народом, это начинают называть там крымско-татарским кино. Вот и все. То есть как бы Хайтарма, она стала вот крымско-татарским кино. А нельзя сказать, что это кино о крымских татарах? Наверное, можно. Это кого-то обидит? Нет, поэтому я задаю тебе вопрос. Мне, кстати, нравится вот эта вот твоя формулировка. Есть кино и есть не кино. Ну, хорошо, да, Хайтарма. Да, кино о крымских татарах, о депортации. Но это мы говорим сейчас о теме, а не о каком-то виде кинематографа. Есть виды кинематографа, да, там анимация, научно-популярное кино. Представь себе в этом ряду еще крымско-татарское кино. Ну да, правда, немножко не монтируется. Как-то. То есть оно могло бы быть, если вдруг была бы какая-то волна самых разных крымско-татарских режиссеров, да, или режиссеров из Крыма со своим каким-то стилем, да, или там, со своим почерком. Тогда это можно было бы называть таким образом. Ну, конечно, у французов была новая волна, у итальянцев был неореализм. Вот, и там был свой стиль, свои темы, свои какие-то
Поиски киноязыка, какие-то открытия в этом. Конечно, каждый народ, в котором существует кино как вид искусства, как вид бизнеса, как одна из форм существования этого народа, да, конечно, что-то привносит. Подойду с другой стороны к этому. Сколько, ты сказал, было снято в прошлом году украинских фильмов? 47, да? 47, да. Из них 17 игровых. Да, полный метр. Это только то, что поддерживалось государством и прошло вот эти вот питчинги Госкино. Это только об этом говорим. Совершенно Кроме того, верно, есть да, независимые да, производители, да, есть да. какой-то телеканалы могли сами делать прокатные какие-то штуки без всякой поддержки, да? То есть было Ну, что-то? теоретически, да, наверное, да. По-моему, и практически что-то было. И это только 17-й год, было что-то в 16-м, было в любом случае что-то и в домайдановский период, ну, каким-то образом существовало все-таки кино, Ну, правильно? там один фильм раз в 3 года, да. Хорошо, почему крымско-татарская тема не была интересна ни одному там сценаристу или режиссеру не крымско-татарского происхождения до последнего времени в Украине? То есть это же то есть это и территория, и народ с такой драматической историей. Да, да? То есть, и депортация только одна из них. Ну, взять историю просто. То есть, это одно из ханств, монархий с 300-летней историей на территории вот, современной Украины. То есть как бы с каждым, с ханами, каждый из которых мог быть отдельным героем, да, для целого там, прокатного кино или сериала. Не хуже там какого-нибудь великолепного века или Тюдоров. Вот. Я задам встречный вопрос. А что, было много украинских режиссеров, которых интересовала история украинского народа? Вот так по-настоящему, да? Которые выводили бы эту тему на какой-то достойный уровень профессиональный. Да, были какие-то единичные фильмы там и о Голодоморе, и, я не знаю, ну, о Голодоморе в основном, да, или о том, что происходило в конце Второй мировой войны на Западной Украине, операция «Висла» и так далее. Вот эти все истории. Но это единичные какие-то примеры. То есть сказать, что тема украинской истории как-то массово волновала украинских кинематографистов, я не могу. Ну, я думаю, что это какая-то общая беда какая-то. И дело не в том, что это крымские татары, да, и поэтому это никому не интересно. Это вообще, к сожалению, мало кому интересно. То есть эти истории надо делать настолько, по большому счету, чтобы они могли заинтересовать зрителя, да, но по большому счету, по-моему, у нас в стране пока нет денег. Какая история становится? Где вот признаки хорошей истории? Вот по каким чертам ее можно определить? Вот эта история хорошая, сильная, вот до того, как она еще снята. Очень просто. Ты берешь в руки сценарий, начинаешь читать, и на второй странице понимаешь, что ты оторваться не можешь. Поешь ты только когда дочитаешь, и спать ты не ляжешь, пока ты не дочитаешь. Вот это хорошая история. Тебе попадались такие истории, вот, где ты не могла оторваться? Ну, пожалуй, нет. Почему? Ну, это же не ко мне вопрос, а к авторам. Ну, ты не договариваешь. Мне кажется, вот это как раз та тема, которую много тоже с тобой говорили вне эфира. Проблема, главная проблема украинского кино, да, это проблема сценарной школы, которая была здесь. Или которой здесь не было. Видишь ли, я имела дело со сценариями телевизионных проектов, длинных, сериальных, с которыми я работала как редактор, например. Это был тот самый конвейер, который не предполагал какой-то тщательной проработки истории, да, и какой-то дороговизны ее производства. Это были, в общем, по большому счету, недорогие проекты. Я говорю об историях оскаровского уровня, об историях, в которых будет масштаб, в которых будет интересный герой в какой-то невероятной ситуации. И много-много денег для того, чтобы достичь. Совершенно верно, потому что если ты хочешь снять хорошую историю, понятно, что она не будет происходить только в пределах там, кухни или гостиной, да, вот в одной декорации.
Это могут быть и разные страны, и полет в космос, и все что угодно. И на это нужно иметь ресурс. Ну, слушай, ну возникают же сериалы, не кино, не оскаровские кино, а сериалы уровня, которые получают Эмми, вот как один из наших любимых ситкомов «Теория большого взрыва». Там же все происходит в одной декорации, в двух, в одной. Вот как возникают такие истории, которые просматривают миллионы и десятки миллионов? Кстати, есть такой сериал, он называется «Сценаристы», он документальный. И в каждой серии сценарная группа рассказывает о том проекте культовом, да, уже впоследствии ставшем культовым, над которым они работали. Я успела посмотреть серию, про «Большой взрыв» не смотрела, успела посмотреть про «Во все тяжкие». Это тоже сериал всех времен и народов, он получил кучу призов, и его просто изучают в киношколах как пример построения сцены, там, построения конфликта и так далее. Вот. И сценаристы рассказывали, что они сидят там все за большим столом с сценарной группой и вспоминают, как это было. И вот они говорили о том, что вот их с этой заявкой, вот людей, которые придумали это все, отправили подальше на всех каналах, вот куда они приходили с этой заявкой. И только один канал рискнул все-таки снять пилот. И они его опробовали на фокус-группе какой-то. Все были в невероятном восторге, и сериал запустился в производство. То есть вот люди на начальном этапе приносят идею, вот на вот таком листочке, да, да, А4. Да. Им кажется, что эта идея великолепна, и с этой идеей могут отправить их куда подальше, и больше они могут... Абсолютно. И часто так и происходит. Правда, есть одно но. Такие идеи, просто по статистике, это мы как-то с одним продюсером обсуждали, я как редактор могу это подтвердить. Вот таких идей 3% из 100. 97% идей – это, к сожалению, мусор. Просто вот такой шлак, который можно сразу выбросить в корзину. Вот. Я сейчас попытаюсь объяснить здесь зрителям, почему я так подробно тебя спрашиваю уже чуть ли не технологии производства кино, потому что мы же соглашаемся до сих пор с ленинской фразой, что важнейшим из искусств для нас является кино. Да? И цирк. И цирк, да? Конечно, надо знать первоисточник в Когда я в детстве объеме. это читал, там было кино и точка. Я из детства помню. Тебя обманывали в детстве. И меня цирк. Обманывали, да, и цирк. То есть, нет смысла продолжать этот разговор дальше. Этот разговор нет смысла продолжать абсолютно. Но мы можем поговорить о цирке. Давай, важнейшим является из искусств кино. Да, потому что оно самое массовое. Он так сказал, я думаю, просто потому, что тогда еще не было телевидения. Сейчас бы он сказал, что самым важнейшим из искусств является телевидение. Телевидение есть давно, и в этой стране оно, наверное, одно из сильнейших, если по сравнению со многими странами, наверное, даже Восточной Европы, потому что было какое-то и население больше, и был какой-никакой рекламный рынок, и олигархические группы, и политическая конкуренция, оно способствовало развитию телека в этой стране, как бы мы к этому ни относились. Почему все-таки есть потребность у нас в кино, когда есть телевидение? Почему настолько важным является и для европейских стран поддерживать на государственном уровне кино? И наше госкино, вот 16-17 год, очень поддерживало, и мы ходим на украинское кино, и мы говорим об украинском кино. Почему? Ведь в отличие от телевидения, это то, на что людей надо сподвигнуть пойти, купить билеты. Да? Чем себя мы объясняем через кино? Для чего это народу, гражданам? Вот это можно как-то объяснить? Потому что я потом выйду на ту тему, которую хочу продолжить именно о Крыме и о крымских татарах. Можно, конечно, объяснить. Телевидение одно другого не заменяет. Кино, у него свои задачи и функции, и у телевидения они есть, но они разные абсолютно. Телевидение – это информирование и развлечение, а кино – это возможность увидеть себя в зеркале, да, и это возможность рефлексии, саморефлексии на тему того, кто ты, что ты, где ты, в какой стране ты живешь, в какое время ты живешь, что происходит с твоей душой. Этого телевидение не дает. Только кино может объяснить, что происходит с твоей душой. Искусство как таковое, и вообще и кино в частности. Это то, что Вот. И вот для того, чего телевидение лишено. И вот для того, чтобы лучше объяснить, что происходит с этой крымско-татарской душой, да, или
для этого же тоже нужно кино, где эта душа как-то в виде искусства будет раскрываться. Что, и как не уйти при этом в пропаганду и в попытку просто в пропаганду и контрпропаганду? Или это тоже может быть как сделано искусно и стать искусством? Ну, конечно, может. Я не считаю, что на эту тему должны делать кино исключительно крымско-татарские режиссеры. О! Ну, это как-то неправильно. Ну, снимают же европейские режиссеры что-то в жанре вестерна, например, да, хотя это абсолютно американский жанр, там, присущий американскому кино. Вот. Или на какие-то темы там общие, человеческие, да. Вот. По поводу крымско-татарских режиссеров, да, ну, я их знаю вот Целых два. ровно полтора. Полтора, вот так. Скажем так, полтора. Да, это Ахтем Сейтаблаев и очень молодой режиссер, который еще находится в статусе ученика, наверное, можно так сказать. Нариман Алиев, очень талантливый парень, вот, и с хорошими перспективами, и задатками такими, и уже с какими-то достойными, пусть еще ученическими, но достойными работами. Единственная там опасность, которую я вижу. Вот да. Нариман Алиев, конечно. О, да, чудесный. Да, да. Хороший мальчик. Вот. Но важно этого юношу не захвалить и не зажечь ему звезду во лбу. Вот этим вот излишним вниманием и попытками сделать из него то, чем он пока еще не является, в силу отсутствия опыта и возраста. Продолжим про Наримана Алиева тоже. У нас, оказывается, телефонный звонок. Я думал, на этом эфире их не будет. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да. А вы меня слышите? Да, даже, по-моему, голос узнаю. Меня зовут Андрей. А, нет, не узнаю. Я думал, это Ахтем Сейтаблаев позвонил. Алло. Да, говорите. Меня зовут Андрей. Слушаем вас, Андрей. Задавайте свой вопрос. Хотел бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы можете считать телевидение наивысшим искусством, если российская пропаганда именно в этом отношении против Украины имеет все вот эти вот дела? Спасибо, Андрей. Мы поняли ваш вопрос. По-моему, у нас не звучало про наивысшее искусство. И вообще превосходная степень вообще не звучала, даже и кино. Андрей, наверное, просто не услышал. Ты цитировал дедушку Ленина, который считал важнейшим кино важнейшим из искусств. Да. А я ответила тебе, что если бы дедушка Ленин жил сейчас, он бы слово «кино» заменил словом «телевидение» и считал бы его важнейшим из искусств. Вот и все. Вот. Мы ответили на ваш вопрос. Говоря о режиссерах, полутора крымско-татарских режиссерах, важно в Наримане Алиеве не зажечь раньше времени звезду или вообще звезду? Я считаю, что звезду как-то искусственно зажигать ни в ком вообще не надо. Звезда – это плохо, но человек должен как-то соотносить себя с реальностью. Вот. Так что я ему очень желаю избежать звездной болезни. Вот. И, впрочем, я желаю этого всем. Ну, вот. Ахтем Сейтаблаев звезда? Ахтем звезда. Да, уже, да. Звезда режиссер, звезда актер, звезда двойная. Там бывает. Ну, он медийное лицо, он публичная персона, он известный актер, он, понятно, что он звезда, да, просто в силу вот этих обстоятельств. Вот. Я знаю, о чем ты хочешь спросить, как я даже не знаю, что. Как я отношусь к нему, как к режиссеру и к его работам, да, например. Ну, например, Хочешь ты спросить, сама задала да? себе Хорошо, этот вопрос, да. Я себе позадаю вопросы. Я Ахтема знаю много лет, и я помню его самый первый фильм, который он делал для телевидения. Это был хороший двухсерийный проект. И, к сожалению, я сейчас не вспомню название, по хорошей театральной пьесе.
Он снял такую крепкую историю с хорошими актерами. Вот. И я помню его второй фильм. Я, собственно, ему нашла книгу в качестве основы сценарной для этой работы. «Увядшие цветы выбрасывают» называлась эта история. По-моему, там было 4 серии. Ну, тоже получилась такая, ну, крепкая работа начинающего режиссера. Вот. А потом уже началась история чуть позже, да, уже с Хайтармой и с каким-то большим прокатным кино. Почему я считаю, что «Звезда во лбу» — это плохо? Да? У меня есть ощущение такое, что сейчас из Ахтема делают священную корову. Соответственно, его нельзя критиковать. О его фильмах нельзя говорить ну, не то чтобы плохо, а объективно. Даже это уже не принято. Я читала много рецензий на его работы, и на Хайтарму, и на киборгов, на молитву, на чужую молитву. И причем эти рецензии писали уважаемые люди, там, мои институтские педагоги, например. И я видела в этих текстах ужасную вещь. Я понимала, что человеку не понравилась картина, и поэтому он хвалит раму. Это отчетливо видно было в этих текстах? Абсолютно отчетливо. Потому что я, например, знаю, да, вот человека, который писал эту рецензию. Это взрослый, уважаемый человек, педагог, киновед, известнейший совершенно. Ну вот он не смог позволить себе объективную оценку, да, работы Ахтема, той или иной. И меня это возмущает и очень огорчает по одной простой причине. Ахтем Сайтаблаев очень умный и очень талантливый человек. Именно поэтому он заслуживает правды. Честного разговора. Честного разговора. Честного разговора. И если у него в работе что-то не так или не совсем так, ему надо об этом говорить. Он достаточно профессионален для того, чтобы услышать оппонента. И мы об этом тоже говорили, что этого не надо бояться, потому что вот если апеллировать к той вкусовщине, о которой я тебе говорил сегодня в Фейсбуке, да, то и сравнивать, мое бы кино было таким, я тебе привел пример, то, наверное, так можно дойти до Пёрл-Харбора, если на военную тематику говорить, и ты мне оппонировала. И кто-то скажет, что это тоже, и Пёрл-Харбор можно было бы снимать по-другому, да, вот, то есть это то, чего не надо бояться с одной стороны, и не обращать внимания, если это не профессиональная критика, не конструктивная, с другой стороны. Вот. Но в любом случае, когда ты становишься номер один, когда ты снимаешь по 2 кино в год, ты везде на телевидении, на тебя наваливается огромное количество информации, да, и в том числе и успех, и признание большие становятся настолько сильным, что ты можешь не отделить для себя, где здесь объективная критика, а где здесь зависть. Или умный человек всегда это поймет и отделит это. Я думаю, что поймет и отделит, конечно. Ну, это зависит от качества и уровня аргументации. Ну, если я скажу режиссеру, там, послушай, дружок, ну вот у тебя в этой истории, например, вот здесь вот должен быть какой-то поворот драматический, а у тебя он отсутствует, поэтому зритель заснет вот здесь, да? А вот здесь ты не очень хорошо смонтировал 2 сцены, а вот здесь, ну и так далее. А вот здесь твой художник по костюмам, например, допустил ошибку, вот, фактическую. То есть кубика Рубика не может быть у персонажа в руках в 1973 году прошлого века, например, да? Ну, я сейчас утрирую. Вот. И я думаю, что умный режиссер не станет возражать и возмущаться, да, в такой ситуации. А если я ему скажу, слушай, ну ты снял черти что, и вообще мне это не нравится, но я в принципе кино не люблю, но вот это то, что ты снял, это вообще ужас. Это же не уровень, это не аргументы. Давай делать драматический поворот уже в нашей беседе. А ты готова говорить о том, над чем сейчас сама работаешь?
Готово, но... Хотя бы в общих чертах. В общих да? чертах, да. Я, знаешь, я в этой ситуации, как, наверное, Эйнштейн, да, когда его спрашивали, вы записываете свои идеи? Он говорил, нет. Его спрашивали, почему? Он говорит, вы знаете, у меня хороших идей 2-3, и я их все помню. Вот, так что у меня хороших идей 2-3. Вот я с радостью поучаствую вот в проекте «Дивись українське». Есть такой проект, он делает такие 3-минутные фильмы игровые. Вот у меня есть история для этого проекта. История времен Майдана, но произошедшая не на Майдане. Там по касательной как бы это все происходит. Вот, с удовольствием для продюсера Андрея Ризоля, который основал этот проект и ведет его, собственно, сделаю эту историю небольшую, такую вот. Это то, что показывают в кинотеатрах? Да, перед просмотром фильма? Да, вот есть такая цикл таких фильмов. Вот, есть 2 больших истории, хороших историй, вот, дорогих историй. Несмотря на то, что они дорогие, и сейчас их реализация в нашей стране невозможна, я все равно буду их делать и продолжать работу, и искать какие-то деньги. Потому что это история, где ты и автор идеи, и автор сценария, да? Да. У меня есть соавтор Аня Гаршина. Вот мы вместе работаем над этими историями. Продюсер, который посмотрел одну из этих историй, начал разговор с фразы «Ну, я насчитал здесь $4 миллиона». Ну, я насчитала 5, но промолчала. Вот. Но и эти истории, конечно, вот уже по бюджету, они не имеют отношения никакого к телевидению, правильно? Нет, конечно. Это киноистории прокатные. Это киноистории прокатные, и, конечно, они должны быть сделаны в копродукции, потому что там просто по географии этой истории предполагается копродукция из Франции, из Польши, с Америкой. Почему из Франции и Польши? Что за история? Ну, это история про одного украинского. Кстати, то, что он украинский, это мы придумали. Это уже мифологизация ваша, да? Да, есть некий персонаж в истории, скажем так, мирового искусства, о котором неизвестно ровным счетом ничего. Никогда родился, никогда умер, нигде похоронен, ни настоящее имя. То есть есть только работы. Это все, что от него осталось. Он был скульптором. А, собственно, кто он, как его звали, когда он родился и как умер, сейчас знают только 2 человека. Я и мой соавтор. Потому что от начала до конца вы придумали... Мы придумали его жизнь. И биографию. И биографию, да. Это будет такое историческое, приключенческое, какое еще там... Драматическое. И в то же время европейское. Европейское и украинское, прежде всего. Вот, кино, да. У нас есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас Меня слышим? зовут Алан. Можно вопрос? Конечно, конечно. Хотел бы задать, смотрите, как вы думаете, почему украинские телесериалы очень сильно проигрывают российским? Такое убожество я не могу смотреть. Там настолько поставлен этот вопрос очень сильно. У нас ужас какой-то. Хотя они совместно какие-то сериалы снимали раньше, там Star Media, там еще какой-то, но кошмар. В России намного сильнее поставлен этот вопрос. Почему у нас такого нет? А вы можете привести примеры какого-то сериала российского? Я мало знаю наших сериалов, потому что... Но вы же говорите, что оно ужасное, вы не можете смотреть. Что-то же вы не смогли посмотреть, наверное, начали не смотреть? У нас очень сильно плохо актерский состав. Все, очень, наверное, мало денег или что, я не знаю. Вот Я поняла вопрос, да. Это не про качество сериалов, это про актерскую школу украинскую. Это отдельная беда и проблема. У нас актеры, по сути, да, вот их выпускает театральный институт, допустим, но в результате они не востребованы в кино.
Да, поскольку все проекты, телевизионные кинопроекты у нас делались в копродукции, Москва всегда настаивала на присутствии Своих актеров, медийных, да, своих лиц в кадре, для того, чтобы просто смотрели это в России. Вот. Наши актеры украинские, во-первых, работали за в разы меньшие гонорары, вот, и это всегда был повод для серьезных обид. Вот. А во-вторых, не получали того опыта, да, работы. В результате мы слышим, всегда можем отличить российского актера и украинского в кадре, потому что акцент. Вот. Но сейчас эта ситуация выравнивается, поскольку у нас существует уже, ну, скажем так, мораторий на съемки, задействование да, российских на актеров. задействование российских актеров, и наши украинские актеры уже задействуются вот по полной во всех украинских проектах. Более того, есть дефицит украинских актеров. Это касается, в частности, вот этих процедуралов медицинских, потому что каждая серия – это отдельная история, требующая отдельного кастинга и отдельного, значит, пула актеров, да, вот для каждой серии. А где же их наберешь в таком количестве? Поэтому у нас вот Ахтем кочует из проекта в проект в белом халате. Но спрос же, он рождает предложение. Этот экономический закон будет работать, если рынок очищается, может быть, где-то даже искусственно, да, от российского овер-предложения, назовем его так, то, возможно, те, кого не заметили здесь, они могут раскрыться сейчас? Да, и это происходит. У нас уже кастинг, менеджеры начинают, уже давно обращают внимание на театральных актеров там, областных театров. Вот. Это не только Киев или Харьков или Одесса, это уже там Черкассы, да и дальше, да. И вот эти актеры, они уже едут в Киев, они уже работают в кадре, и я думаю, что нас в этом смысле ждут открытия настоящие. У нас в не столичных театрах, не хочу говорить провинциальных, не столичных, вот, есть очень хорошие актеры, которые достойны вот стать там сериальными звездами, абсолютно. Но мы отвлеклись от твоих идей о том, что ты начала рассказать о тех историях, которые тебе сейчас интересны. Одну ты так, ну не в деталях, в общих чертах рассказала. Это история скульптора, которому вы придумали от начала до конца биографию, учитывая, что ни у кого из историков этих данных нет. Нет. Вот. А вторая история? Вторая история о человеке, который живет и не зная, кто он, вот, и о том, что это знание может ему стоить жизни. Вот. К сожалению, очень многие из нас это люди без личной истории, без ее знания, без ее понимания, или с какими-то тайнами в этой истории, со скелетами в шкафу, которые могут оказаться смертельно опасными. Вот, скажем так, у нас главная героиня этой истории пытается разгадать загадку, связанную с дневником умершего человека, который она нашла в архивах библиотеки. Вот. И этот дневник приводит ее из Америки в Украину, скажем так. Вот она ищет людей, о которых она читает в этом дневнике. История тоже развивается в разные периоды времени, да? В разные. Мы видим начало истории, это 48-й год, это Германия, Австрия, лагерь для перемещенных лиц. Это люди, которые бежали от Второй мировой войны и из Украины, и из Польши, и из стран Балтии, Литва, Латвия и так далее. Это люди, которые бежали и от фашизма, и от коммунизма одновременно. Пытались это спасти. тоже история, где происходит по касательной, где, ну, по касательной чего? По касательной там УПА, противостоящей как фашистской Германии, так и Советскому Союзу. То есть это же не история об УПА, да? Вот, как бы, или история, Нет, вот... нет, хотя эта тема там присутствует. Но опять же, там судьба человека вписана в обстоятельства эпохи. Мы видим судьбу конкретного человека на фоне масштабных и очень
трагических исторических событий, происходящих в том числе и на территории Украины, Знаешь, наверное, в советской Украине. какой-то общий тренд, поиск этой истории и восстановление пробелов в личной истории. Я тебе сейчас расскажу коротко, с чем я столкнулся, читая, ты знаешь, постоянно турецкие сайты и медиа. Значит, их система электронного правительства, в которой, ну, как и мы можем там записаться на очередь за получением паспорта, предоставила сейчас такую услугу, называется генеалогическое дерево. По сути, зайдя под своим идентификационным кодом, вот с последние 2 недели любой турок может найти, восстановить свое генеалогическое дерево, начиная с 1850-х годов. То есть сейчас это тема номер 1 для политических скандалов, для каких-то шуток, для всего чего угодно. Система вся государственная легла, потому что вот вся страна зашла, чтобы узнать, а что же было вообще, а кто же мы. Потому что у страны тоже есть свои драматические периоды, и, которая избежала, там, хотя Второй мировой войны, но не избежала Первой мировой войны, фактически по потере территории, депортации на ее территории, обмен с греками, турками. То есть даже вскользь зная, что происходило там и на Балканах, можно понять, что очень много людей, которые были беженцами, покидали одни территории, оказались на территории Турции или наоборот, были корнями из Турции и были изгнаны оттуда. И то, что, о чем ты говоришь, вот это поиск личной истории, это все вот об одном и том же. Это вот мы к такому периоду вообще своей истории цивилизационной пришли, что нам хочется обернуться очень сильно назад. Да? И нет ли в этом опасности потом, знаешь, скреп и вставание с колен вслед за этим? А как это одно следует из другого? Не знаю, может вот Я поняла, что ты имеешь в виду, да. Ну, нет, по-моему, это 2 разных совершенно, возможно, 2 стороны одной медали, я не знаю. Вот. Но та опасность, которую ты сейчас обозначил, да, это как раз опасность из разряда битвы за Севастополь. Да? Это когда зрителю пытаются навязать чуть подрихтованный советский миф вот, времен Второй мировой войны в качестве модели некой. Вместо того, чтобы стереть с этого мифа по золоту, да, и превратить агитку в живого человека. То есть, да, в твоих историях надо уходить от позолота, да, и то есть ты в кинематографе нельзя создавать такой миф. Ну, если это не касается как раз-таки первой истории человека, о биографии которого вообще нет. Вот если говорить о драматической истории личностной, связанной... Нет, почему миф надо создавать? Это этим кино и занимается. Не надо создавать агитационных плакатов. Не надо заниматься пропагандой. Оставьте это телевидению. А где граница между созданием мифа и избеганием пропаганды? Сложный вопрос. Подумай, у нас есть вопрос от телезрителя. Какой-то популярный сегодня тоже вечер. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Микола. Слухаємо вас, Микола, можете ставити своє запитання. Хотів би питання. Так, дивіться, ви казали про турків, а я хотів би поставити питання про кримських татар. Чи не вважають вони, що треба так само свою ідентифікацію заявити, якби в світі? Чи не вважаєте ви таке? Ні? Про що заявити треба? Кожен турок там казав, що може... Поняли, про що я кажу, ні? Отут... А я казав, це те зацікавлення, яких в турків викликала державна послуга, коли всі змогли дослідити свою власну генеалогію до 1850-х років. А да? чи кримські татари можуть таке зробити, чи ні? Зробити що? Що можуть кримські татари? Те саме зробити? Так, щоб вони свою генеалогію вивчили. Я думаю, тут не до Олени запитання, чи можна його вважати запитанням до мене. На жаль, те, що відбувалося з архівами на території Радянського Союзу, це ще гірше, і особливо з тими територіями, де відбувалися депортації народів, складно про щось говорити. Скажімо, кримські архіви або те, що пов'язано було з Кримом, вони здебільшого зберігаються взагалі в Москві. Да?
І московські архіви, якщо казати навіть про середину ХХ століття, вони були частково відкриті в єльцинський період і знову закриті. Тому дослідити навіть якісь генеалогії, якщо родина сама не вела свою генеалогію, скажімо, якщо казати про сільське населення, ні, ніхто цього не робив. Там ви можете дійти до рівня прабабусі, і далі все закінчується, або там 5-6 поколінь максимум. Для того і існували всі ці можливості, хто що знає, там церковні, або при мечеті, або при синагозі. І таких наявних документів 100% нема, бо після депортації не було збережено нічого з мечетей. Да? Тому якихось архівів мечетей не існує просто фізично. Чи можуть такі кримські татари зробити? Теоретично, навіть теоретично я уявляю таку можливість, якщо я відповім на запитання. А мы говорили о той границе, существует ли она, между мифом, и пропагандой, да, между созданием мифа и уходом в пропаганду. Я просто, знаешь, я сейчас пытаюсь сказать, учитывая, что понятия крымско-татарского кино как бы нет, но кое-что я знаю и буду считать, что оно как бы есть, а в силу того, что как бы оно есть и его так немного, то некоторых подробностей я тебе не могу говорить в силу там еще меньшей группы, чем там украинское кино, да, поэтому вот эта опасность не уходить в пропаганду, да, но при этом создавать какой-то миф, я ее просто сам наблюдал в процессе производства одного из фильмов, поэтому и задаю этот вопрос. Вот как-то так витиевато попытался так объяснить, о чем речь, да, но... Я думаю, что это связано, да, в любом случае. Но мы же все помним, у кого было советское детство, да, мы же помним, кто такой Александр Матросов, Зоя Космодемьянская. Да, Зоя Космодемьянская, дети героя, да. Ну, это уже не дети. Ну, комсомольцы, да. Вот. Это уже там повзрослее. Ну, пионеры-герои, понятное дело. Ну, да, это пропагандистский миф. Да. Я говорю о том, что эти мифы надо очеловечивать, да, все равно там есть же реальный человек, да, вот в этом мифе. Вот как эта снайперша, про которую сняли битву за Севастополь, Людмила, как ее там, Савиченко. Я не вспомню, да. Вот. Она была реальной женщиной, и судьба ее была не столь прекрасна и радужна, как показано в фильме, и как о ней пишут, да, там, в доступных источниках. Эта женщина была крайне одинокой, и она спилась и умерла от алкоголизма в полном одиночестве и, в общем, забвении. Но мы же не видим этой части ее биографии. Нам же преподносят плакат вместо реальной судьбы. Фактически об этой части биографии мы и не говорим с самому Мамедхане Султане, который главный герой Хайтармы. Фактически та же самая история, да, и об этом просто не принято говорить даже в крымско-татарской среде. А у нас до конца всего 2 минуты, я прошу поставить один ролик со звуком. Я надеюсь, мы его сейчас увидим. А это то, чем занималась Елена в начале своей телевизионной карьеры. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Вот это вот всего лишь один из роликов, которых я от тебя узнал. Этих историй было более 500, да? Да, я 500 раз пошутила о погоде, да. Эту фразу знают все, даже я, живя в Крыму, ее знал, и только год назад от тебя узнал, что ты автор этой фразы. Да. У тебя есть авторские права на нее? Нет. Нет, у наемного работника не может быть авторских прав. Они принадлежат каналу, в данном случае каналу ICTV. Я являюсь автором этой фрази, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди, да, и мы этот проект «Погода», он долгожитель на украинском телевидении, он шел, по-моему, лет 15. Это один из самых успешных. И вот после такого успеха все равно больше в телевидение возвращаться ты не собираешься. Ну, живешь, до всего доживешь. Ну, сейчас я не планирую и не думаю об этом. Нет, я не хочу на конвейер. Ты помнишь фильм Чаплина «Новые времена»? Нет.
Там идет конвейер, а Чаплин с двумя, значит, этими, этими штучками. Так вот, телевидение это вот это вот. Это вот это вот. У меня руки устали, я не могу. Я желаю тебе реализовать эту идею, о которых мы вскользь поговорили в сегодняшнем эфире. Елена Косенко, киносценарист, киновед и кинокритик, была на протяжении 55 минут на телеканале АТР в программе «Прайм». Саулнас, а мы увидимся с вами в следующий вторник в это же время.